день, уважаемые коллеги! Очень приятно всех видеть сегодня. Приятно, что живы и здоровы все, да, в такой непростой обстановке. Но жизнь идет вперед, поэтому мы с вами сегодня начинаем новую тему. Вот этот вебинар будет состоять из двух частей. Тема вебинара нашего сегодняшнего — окислительно-восстановительные реакции в органической химии. Тема, которая недостаточно освещена в методической литературе, на мой взгляд, потому что я пыталась найти, систематизировать этот материал в литературе, крайне скудные сведения, и приходится собирать буквально все по крупицам. Вот. А встает проблема, как объяснить это детям, особенно в классах с углубленным изучением химии, как это делать, как поступить, и поэтому здесь, конечно, существует множество проблем. Мы с вами будем разбирать все вот буквально по маленькому шажочку. Эти презентации, вот эту презентацию можно будет скачать с сайта. Мне сказали, что она будет находиться на сайте. У кого не будет возможности скачать ее на сайте, вы мне напишите письмо, я вам перешлю ее. Адрес почты. Адрес почты у нас обычно техник записывает, но вот сегодня у нас какая-то проблема опять техническая, я не знаю. Но давайте вот до конца вебинара мы потерпим, а потом, если не найдется вот этой кнопочки, где скачивается презентация, тогда вы мне напишите. Итак, окислительно-восстановительные реакции в органической химии. Сегодня мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Как определяются степени окисления элементов в органических соединениях? Здесь есть некоторые нюансы, есть тонкости, поэтому сегодня мы с вами это посмотрим. Посмотрим, как определяются окислители и восстановители в органической химии. Здесь ничего особенного нет. Здесь все точно так же, как в неорганической химии, все точно так же. Окислители — это те вещества, которые мы привыкли видеть окислителями, и точно так же с восстановителями. Ну и, наконец, как разбираются окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс. Электронный ионный баланс я показывать не буду. Поэтому только электронный баланс. Разбор окислительно-восстановительных реакций. Ну вот, давайте посмотрим первое. Первое. Что же такое степень окисления? Степень окисления в органической химии — это одно из основных понятий, в неорганической, одно из основных понятий, без него невозможно. А вот в органической химии мы не вспоминаем о степени окисления, а вспоминаем, точнее, о ней только тогда, когда рассматриваем теорию строения органических соединений и рассматриваем, чтобы детям, вот дети видели, что валентность не всегда совпадает со степенью окисления, мы это показываем. Потом мы просто-напросто об этом не вспоминаем. Итак, в органической химии степень окисления атома не имеет такой большой важности, как в неорганической химии. Здесь большую роль играет смещение электронной плотности и возникающие частичные заряды, которые возникают вследствие перераспределения заряда. И эти частичные заряды не всегда равны степени окисления. Вот это мы тоже показываем, когда рассматриваем теорию строения органических соединений. Вот сегодня мы с вами посмотрим. Первое. Как определяется степень окисления в некоторых соединениях? Итак, я попробую, вот мне вот тут сказали, я попробую. Значит, первое, что мы посмотрим, вот как определяются степени окисления в органических соединениях, в алкенах, алкинах и кислород-содержащих соединениях. Вот давайте посмотрим. Первое, на что надо обратить внимание ребенка, что мы берем участки углеводородной цепи, которые содержат один атом углерода. Итак, здесь вот участки углеводородной цепи я поменяю, сделаю вот такой вот. Вот участок углеводородной цепи один, и вот участок углеводородной цепи другой. И мы для каждого этого участка будем определять степень окисления по отдельности. Степень окисления водорода мы знаем, она всегда равна +1. Степень окисления углерода определяется исходя из того, что заряд вот этого
вот этой частицы равен нулю. Таким образом, плюс 1 умножить на 2 – это плюс 2. Для того, чтобы получился 0, у углерода должен быть заряд минус 2. Здесь точно так же. Плюс 1 умножить на 2, заряд плюс 2. Надо к нему добавить минус 2, чтобы получить 0. Следующее. Вот, уважаемые коллеги, у вас может возникнуть вопрос. Кто-то уже был на курсах, кто-то видел, да, как я это делаю, как я тут пишу. Вот у меня есть вот такое нехитрое приспособление, которое называется графический планшет. Вы видите, оно вот со шнурочком. Прикрепляется это все с помощью USB-порта к компьютеру. И вот такой стилус, с которым я пишу. Экран черный, обратите, пожалуйста, внимание. Вот экран совершенно черный, но удобно, привыкаешь очень быстро, писать очень удобно на экране. В разных программах можно работать, и вы видите, что достаточно удобно это выделять цветами, и все это очень хорошо видно и наглядно. Давайте перейдем к следующему соединению. Опять точно так же, как я поступала в предыдущем случае. Вот один кусок, вот другой кусок углеводородной цепи и вот третий. И для каждого мы будем определять степень окисления по отдельности, для каждого химического элемента. Итак, мы принимаем, что заряд вот этого кусочка углеводородной цепи равен нулю. Таким образом, степень окисления водорода равен плюс 1. Плюс 1 умножить на 2 плюс 2. Надо добавить к плюс 2 минус 2, чтобы получился суммарный заряд 0. Второй атом углерода. У атома водорода заряд плюс 1, следовательно, для того, чтобы получился 0, у углерода должен быть заряд минус 1. Обращаю ваше внимание, вот эти единички мы в качестве степени окисления должны записывать. Вот сейчас обращаю на это внимание, потому что при проверке ЕГЭ и ОГЭ мы тоже акцентируем на это внимание. Так, заряд водорода плюс 1. Плюс 1 умножить на 3 плюс 3. Надо добавить к плюс 3 минус 3 для того, чтобы получить 0. С вашего позволения, здесь я уже не буду рисовать вот эти кружочки, а просто определять, где какие степени окисления. Итак, у водорода степень окисления плюс 1. Плюс 1 умножить на 3 плюс 3, значит, здесь у атома углерода должна быть степень окисления минус 3. Суммарный заряд 0. Плюс 3 и минус 3 – 0. У второго атома углерода, значит, атом водорода имеет степень окисления плюс 1. Для того, чтобы получить суммарный заряд 0, у атома углерода заряд минус 1. Аналогично у следующей группы атомов углерода и водорода. Я сразу проставлю без объяснения. Ну и, наконец, последний атом. У атома водорода степень окисления плюс 1. 1 умножить на 3 и разделить на 1. Это будет 3. Меняем плюс на минус. Еще один способ. Следующее. Вот это соединение, я пока не называю их по систематической номенклатуре. Вот пока вот и как есть, так и есть. Итак, у водорода степень окисления плюс 1. Плюс 1 умножить на 3 и разделить на 1. Меняем знак минус на плюс на минус. Получили вот такое. Здесь атом углерода не имеет атомов водорода. Здесь ничего нет, значит, степень окисления этого атома углерода 0. Никаких соседних групп атомов нет. Следующее. Степень окисления водорода плюс 1. Плюс 1 умножить на 1 и разделить на 1 будет 1. Меняем минус на плюс. Вот теперь не знаю, давайте вот пожирнее уже сделаю. Вот так вот, минус 1. Сразу скажу, вот поверх каждой программы, поверх можно писать. Здесь у меня фотографии. Поверх фотографии я пишу. Значит, можно писать в офисе, Microsoft Office, там есть такая закладочка рисования, и в презентациях, и в Word можно точно так же писать. Вы делаете заготовочки, и поверх них точно так же писать. Ну и, наконец, фотографии можно дублировать в программе, такая простенькая программа для рисования Paint. Вот в ней можно все это дублировать, и точно так же вы в ней рисуете. Итак, у водорода степень окисления плюс 1. Плюс 1 умножить на 3 и разделить на 1 будет 3. Плюс меняем на минус. Ну и, наконец, последний атом углерода все точно так же. Плюс 1 умножить на 3 и разделить на 1 будет 3. Плюс меняем на минус.
Остался ацетилен. Давайте посмотрим, что в ацетилене. У водорода степень окисления всегда +1. Смотрим. Суммарный заряд вот этой частицы равен нулю. +1 умножить на 1 и разделить на 1 будет 1. Плюс меняем на минус. Таким образом, получили вот такие степени окисления. Давайте теперь перейдем к кислород содержащим соединениям. Вот посмотрите, что будет, если у нас кислород содержащее соединение. Ну, открываю опять неудобство. Видите, что для каждого соединения приходится все это персонально. Для каждого слайда, простите. Вот здесь картинка будет немножко иная. Здесь мы считаем не только атом углерода, который входит в состав углеводородной цепи, но и те группы, которые связаны непосредственно с каждым атомом углерода. Вот здесь мы считаем вот это как за одно целое. Ну, забегая вперед, вот это как за одно целое. Сейчас я покажу, сделаю цветное. Вот это вот у нас одна частица. Вот это у нас еще одна частица. Видите, получается вот так. Таким образом, мы определяем заряды. У водорода степень окисления +1. 1 умножить на 3 и разделить на 1 будет 3. Плюс меняем на минус. В этом соединении у водорода степень окисления +1, у кислорода -2 и у водорода +1. И считаем теперь суммарный заряд. +1, -2, +2, +1 умножить на 2 это +2, и получаем суммарный заряд +1. Таким образом, для того, чтобы получить 0, у углерода степень окисления должна быть -1. Давайте посмотрим здесь. Итак, у водорода степень окисления +1, у кислорода -2. +1 -2 это -1. +1 суммарный заряд, -1 плюс 1 суммарный заряд 0. Следующее. У водорода степень окисления +1. И здесь мы рассматриваем по отдельности каждый атом углерода. Вот это будет первая частица, вот это будет вторая частица. Ну и давайте посмотрим, что здесь. У водорода +1, у кислорода -2. +1 умножить, простите, -2, это будет -1. +1 умножить на 2 +2. Таким образом будет +3 минус 2, это будет +1. Степень окисления углерода +1. Давайте посмотрим, что здесь. Здесь точно так же написан пропиленгликоль. Пропиленгликоль. Точно так же мы считаем группировку атомов. Итак, у водорода +1, у кислорода -2. +1 умножить на 2 это +2, +1 это +3 и -2 это +1. Значит, степень окисления углерода -1. Здесь степень окисления у водорода всегда +1, у кислорода -2. +1 дважды это будет +2 и -2, степень окисления 0. У водорода степень окисления +1, +1 умножить на 3. Для того, чтобы получить 0, у углерода степень окисления должна быть -3. Сразу обращаем внимание учащихся, что если в неорганической химии степень окисления 0 бывает только у простых веществ, которые больше не имеют никаких атомов в своем составе, то здесь все будет обстоять несколько иначе. И посмотрите, здесь и углерод, и водород, и тем не менее у углерода степень окисления 0. Ну и давайте посмотрим у последнего вещества. У водорода степень окисления +1. Я прямо сразу все проставлю +1. И у кислорода -2. Таким образом, +1 умножить на 3 +3, разделить на 1, плюс меняем на минус, -3. Здесь +1 и +1, +2 и -2, 0. Точно так же здесь и в последнем соединении я поставлю сразу -3. Следующее. А теперь мы рассмотрим с вами в кетонах и в альдегидах.
Как определяется степень окисления? Степень окисления водорода плюс 1. Степень окисления водорода плюс 1. Так. Плюс 1, плюс 1, минус 2. Повторяю, мы должны считать теперь атом углерода и все соседние атомы, которые с ним связаны. Определяем и принимаем за ноль заряд частицы, вот заряд вот этой частицы, заряд атома углерода и всех частиц, которые его окружают, кроме атомов углерода. То есть участок углеводородной цепи с одним атомом углерода. Считаем суммарный заряд. Плюс 1 и плюс 1 это будет плюс 2 и минус 2, суммарный заряд 0. Здесь степень окисления у кислорода минус 2, у водорода плюс 1. Плюс 1 и минус 2 это будет минус 1. Для того, чтобы получить заряд 0, у углерода должен быть заряд плюс 1. У водорода заряд плюс 1. 1 умножить на 3 и разделить на 1, это будет 3, меняем плюс на минус. Аналогично в этом соединении у водорода степень окисления плюс 1. Плюс 1 умножить на 3 и разделить на 1, 3, плюс меняем на минус, получаем минус 3. Степень окисления кислорода минус 2, значит у углерода степень окисления будет плюс 2. Давайте посмотрим, что у нас дальше. А дальше у нас будут карбоновые кислоты. И в карбоновых кислотах у нас примерно такая же картина тоже будет, как и в альдегидах. У водорода всегда степень окисления плюс 1. Мы ее проставляем. Степень окисления кислорода минус 2. Ну и теперь считаем. Минус 2 и минус 2 это будет минус 4, плюс 1 и плюс 1 плюс 2, минус 4 это будет минус 2, минус меняем на плюс, получится плюс 2. В уксусной кислоте две группы, в которых мы будем определять степень окисления. Первая вот она, вот это. У водорода степень окисления плюс 1, значит плюс 1 умножить на 3 и разделить на 1, это будет 3, плюс меняем на минус. В этом соединении у водорода степень окисления плюс 1, у кислорода минус 2. Давайте посмотрим. Плюс 1 и минус 2 умножить на 2 это минус 4, плюс 1 это минус 3. Минус 3, минус меняем на плюс, плюс 3. Следующая щавелевая кислота. Что в щавелевой кислоте? У кислорода всегда минус 2, у водорода плюс 1. Поскольку симметричная молекула, я в одной части только определю степень окисления, а во второй точно такие же будут. Минус 2 и минус 2, минус 4, плюс 1, минус 3, минус меняем на плюс. Получили вот такое. Таким образом, на примере кислород содержащих соединений я показала, как определяются степени окисления. Я думаю, что детям будет понятно, на таком количестве примеров будет понятно, что и откуда. А вот теперь давайте с вами посмотрим графический способ. Итак, первый способ у нас был алгебраический, мы с вами определяли, да, вот на основании того, что суммарного заряда молекулы. Вот. А здесь будет графический способ. Хотя чисто графическим его тоже назвать нельзя. Здесь тоже будут точно такие же приемы, как были у нас до того. Но тем не менее, давайте посмотрим, что вот, есть такая возможность. Первое, что нужно сделать, изображается полная структурная формула вещества. Сейчас мы, когда перейдем к следующему слайду, мы это увидим. Итак, первое. Значит, полную структурную формулу вещества. Дальше. По каждой связи стрелочкой показываем смещение электронов к наиболее электроотрицательному элементу. Все связи углерод-углерод считаются неполярными. И ведем подсчет, сколько стрелок направлено к атому, это заряд плюс, а сколько стрелок направлено от атома, это заряд минус. Давайте с вами посмотрим конкретно, как это выглядит на примере. Вот, допустим, вот пример. Вот такой мы видим, что у нас гексан. Гексан С6H14. Мы все очень хорошо знаем вот эту формулу, да, и
электронная плотность от атома водорода смещена к атому углерода. Принимаем, что связь углерод-углерод не полярная. Эта связь не полярная. И теперь смотрите, считаем. К углероду это плюс, от углерода это минус. Смотрим. Первый атом, вот даже выделю сейчас желтым. Вот смотрите. Вот один атом углерода, к нему 3 стрелочки направленные, значит степень окисления атома углерода минус 3. Здесь атом углерода, к нему направлены 2 стрелочки, степень окисления минус 2. Точно такая же картина здесь. Ну и, наконец, последний атом углерода. К нему направлены 3 стрелочки, значит, степень окисления минус 3. Следующая молекула, давайте с вами посмотрим. Значит, это альдегид. Что в альдегиде? Уксусный альдегид. Смотрим. От водорода степень окисления. Вот неудобно, что надо каждому тыкать, видите. Значит, электронная плотность от атома водорода смещена к атому углерода. Связь углерод-углерод не полярная, значит, здесь ничего не пишем. Здесь электронная плотность смещена к атому кислорода. И, наконец, электронная плотность от атома водорода смещена на атом углерода. Смотрим. Берем первую частицу, итак, вот эту вот первую частицу, заряд, определяем заряд. Значит, 3 стрелочки, направленные в сторону атома углерода, это заряд минус 3. Вторая частица, ну давайте вот такой вот изображу, да, вторая частица вот так вот, степень окисления считаем, плюс 1 и минус 2. Это суммарный заряд будет, минус 1. Минус меняем на плюс, и так заряд атома углерода будет плюс 1. Вы видите, что здесь отчасти тоже алгебраический метод, он тоже работает. То есть заряд вот этой частицы, которая зеленым цветом выделена, она тоже должна быть равна нулю. Но заряд определяется от углерода плотность в сторону кислорода, значит заряд минус 2, 2 связи, здесь 1. На мой взгляд, вот этот способ немножко посложнее, особенно детям, которые только начинают изучать, да, органическую химию. Да и те дети, которые уже изучили органическую химию, почему-то с взаимным влиянием атомов всегда проблемы, но только что вот заучивают, что кислород – это электроотрицательный элемент, электронная плотность всегда к нему смещена. Ну вот как бы то ни было, детям мы показываем, и вот я показываю оба этих метода, а там, что удобно ребенку, как дети определяют, они уже сами смотрят. Следующее соединение – этиловый спирт. Давайте посмотрим, что здесь с этиловым спиртом. И смотрим опять. Берем 2 атома углерода. В первом атоме углерода, значит, заряд от атома водорода, вернее, электронная плотность от атома водорода смещена в сторону атома углерода. Точно так же во второй молекуле. Но во второй молекуле появляется гидроксильная группа, и электронная плотность будет смещена к атому кислорода. Вот так. Но здесь вот в гидроксильной группе здесь особое значение не имеет. Значит, тем не менее, давайте посмотрим. Здесь атом углерода. Значит, водород. 3 стрелочки в сторону атома углерода, суммарный заряд минус 3, минус меняем на плюс. Минус, вернее, здесь плюс, здесь минус. Минус 3. Дальше. Минус, минус. И смещена электронная плотность в сторону атома кислорода. И здесь еще 1 плюс 1. Вот здесь вот мне самой проще посчитать вот так. Плюс 3 получилось и минус 2. Получилось плюс 1, суммарный заряд плюс 3, минус 2, плюс 1, значит степень окисления углерода будет минус 1. Здесь, подробно можно объяснить. Минус 2 и стрелочка смещена вот сюда, степень окисления минус 2, здесь плюс 1. Но как бы то ни было, все равно не обойтись без алгебраического метода. Следующая молекула. Давайте мы с вами посмотрим. Вот такое вот соединение карбоновая кислота. В карбоновой кислоте что?
Вот посмотрите, опять же, как в предыдущем примере, у водорода степень окисления +1, да, или электронная плотность смещена сюда, 3 стрелочки в сторону атома углерода, значит степень окисления -3. Здесь 1, 2, 3, -3. И здесь вы видите, ой, не туда показываю, конечно же, вот сюда. Значит, степень окисления смещена, ну, уже зарапортовалась вот сюда. Значит, 1, 2, 3. Заряд здесь будет отрицательный, здесь положительный, здесь +1. Считаем. -2 и +1 это будет -3. Минус меняем на плюс, получится +3. Следующее. А теперь давайте посмотрим еще. Сейчас, извините, минуточку. Да, посмотрели мы в карбоновых кислотах. Посмотрим с вами важнейшие окислители. Важнейшие окислители, которые встречаются в органической химии, это 2 окислителя. Они могут быть в разных средах. Кислая среда, нейтральная среда и щелочная. Причем чаще всего встречается кислая среда и кислая среда за счет добавления серной кислоты. Вот все уравнения реакций, которые фигурируют в ЕГЭ, они все с добавлением серной кислоты. Посмотрите, пожалуйста, 2 окислителя: перманганат калия и дихромат калия. Дихромат калия, значит, здесь несколько случаев. Ну, вот это вот мы просим детей заучить, когда они готовятся, когда мы разбираем, как выполняется задание номер 30. Это вот старая систематизация, да, там, где окислительно-восстановительные реакции. Просим заучить вот эту вот схемку, что получится в каком случае. И в нашем случае преимущественно будут протекать вот эта реакция, но от силы еще вот это. Точно так же, как с перманганатом калия, либо кислая среда, либо это будет нейтральная среда. Нужно знать, что получится в каждом данном случае. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот здесь я обращаю внимание. Если реакция идет в щелочной среде, но она не окислительно-восстановительная реакция, то получается хромат калия. Если реакция окислительно-восстановительная, то она протекает до образования комплексного иона гексагидроксохромата чего-то, какого-то металла. Да? И вот эти вот 2 схемки, повторяю, вот это надо попросить детей заучить. Следующее. Вот у нас следующий рисуночек, который у нас проясняет еще ситуацию. Значит, вот какие атомы углерода проявляют свойства окислителей, какие атомы углерода проявляют свойства восстановителей. Вот посмотрите, пожалуйста. Органические вещества, в молекулах которых содержат атомы углерода с максимальными значениями степени окисления, ну, максимально это -4, ну, близко к максимальной, -3, +3, они устойчивы к воздействию мягких окислителей и окислителей средней силы и вступают только в реакцию полного окисления или горения. То есть здесь деструкция молекулы, она разрушается, деструкция – это разрушение молекулы, полностью будет разрушаться углеводородная цепочка. Вещества, в молекулах которого атомы углерода будут в промежуточных степенях окисления, ну, -1, 0, +1, окисляются легко. Это будет карбоксильная группа, карбонильная группа, гидроксильная группа и так далее. Вот они, вещества, которые содержат эти группы, будут окисляться легко. Восстановительные свойства, восстановительные способности будут близки, поэтому их неполное окисление может быть достигнуто за счет одного из известных окислителей малой или средней силы, ну, таких как гидроксид меди, допустим, мячный раствор оксида серебра и так далее. Эти вещества могут проявлять двойственную природу, выступая в качестве окислителя, подобно тому, как это присуще неорганическим веществам. Но мы с вами посмотрим все на конкретных примерах сегодня, на реакциях. Значит, еще вот такие тонкости. Полное окисление и горение.
Полное окисление происходит при взаимодействии со следующими окислителями. Ну, вы знаете, что горение – это реакция окисления, которая протекает с выделением тепла и света. Да, не всегда эти реакции окисления протекают с выделением света. Тепло, ладно, да, а вот свет не всегда. Вот, поэтому окислители могут быть разные. Это может быть концентрированная серная кислота, это может быть концентрированная азотная кислота, твердые соли, которые при нагревании дают кислород, и другие окислители, ну, опять же, оксид меди, гидроксид меди и так далее. Ну и, конечно, самый главный окислитель – это газ кислород. В этих органических реакциях, в органическом веществе разрушаются все связи, то есть происходит деструкция всех связей, деструкция молекулы. Продуктами окисления являются углекислый газ и вода. Вот здесь, извините, пожалуйста, вот я переводила, это уже машина где-то не доглядела. Вот здесь углекислый газ и вода. Мне кажется, я в презентации поправляла, но вот осталось так же. Углекислый газ и вода. В мягком окислении разрыва углеродной цепи не происходит. Спирты окисляются, ну, к примеру, спирты окисляются до альдегидов или кетонов, альдегиды окисляются до карбоновых кислот, алкены окисляются до двухатомных спиртов, это реакция Вагнера, вот тоже не дописала, вот посмотрите, будет странно что-то, вот, потому что все исправила. Ну, давайте не будем отвлекаться на это, уже поправлю все в презентации. Значит, ацетилен окисляется до оксалата калия, вот это очень важно. Напишите, пожалуйста, детям вот это вот и формула даже оксалата калия, структурную формулу оксалата калия. Толуол окисляется до бензойной кислоты, и таких уравнений и реакций достаточно много в ЕГЭ. Раньше это было 33-е задание, там этих много было уравнений и реакций. И окислителями в этих реакциях, там, где мягкое окисление, являются уже знакомые нам перманганат калия, бихромат калия, раствор азотной кислоты, оксид меди, гидроксид меди, аммиачный раствор оксида серебра. Вот это все вещества, которые являются окислителями, и они вступают в реакции мягкого окисления. Следующее. Деструктивное окисление, то есть окисление, которое приводит к распаду молекулы. Здесь более жесткие условия, чем мягкое окисление, сопровождается разрывом некоторых связей. Может быть все связи, а может быть какие-то, ну, наполовинку молекула будет разрываться, к примеру, как в алкенах. Мы это увидим с вами на примерах. Если сегодня не успеем, значит на следующем занятии у нас обязательно эти примеры будут. Итак, окислителями являются, опять же, более такие растворы перманганата и бихромата калия, только они будут более концентрированными, чем в первом случае, и будут реагировать при нагревании. Среда может быть кислая, нейтральная и щелочная, и от этого мы уже с вами видели, будут зависеть продукты реакции. Деструкция или разрыв углеводородной цепи в одном месте может происходить у алканов и алкинов, у них по кратной связи рвется молекула. У производной бензола между первым и вторым атомами углерода, считая от кольца. У третичных спиртов у атома, содержащего гидроксильную группу, и у кетонов у атома при карбонильной группе. Вот это очень важно, вот это вот прямо, чтобы дети записали. Вот это положение детям важно записать, потому что вот это очень важно иметь перед глазами, когда мы будем рассматривать примеры, конкретные примеры. Ну и теперь давайте еще вот последний слайд. Тоже важно помнить, если при деструкции, то есть разрушении молекулы, оторвался один атом углерода, то он окисляется до углекислого газа в кислой среде, до гидрокарбоната, чаще всего реже до карбоната в нейтральной среде и до карбоната в щелочной среде. В некоторых случаях получится не кислоты, а кетоны, когда у нас третичные спирты, разветвленные радикалы у гомологов бензола и кетоны и алкены, там, где кратная связь находится внутри. Ну и конкретные примеры. Наконец, конкретные примеры. Давайте с вами посмотрим вот уравнение реакции. Значит, первая реакция. Проставляем степени окисления всех химических элементов
которые у нас входят в состав молекул. Значит, смотрим, что получится. Итак, первое. У атома углерода, у атома водорода степень окисления +1, +1, +1, +1. Определяем степень окисления атомов углерода. +1 умножить на 3, разделить на 1, 3. Плюс меняем на минус. +1 умножить на 2, плюс 2 разделить на 1, 2. Плюс меняем на минус. Минус 2. Минус 2. Кислород простое вещество, степень окисления 0. Кислород в соединении, степень окисления -2, у углерода степень окисления -4. Ну и здесь +1 и -2. Итак, первый элемент, который поменял степень окисления, это углерод. Он был в двух степенях окисления. Первая степень окисления -3, и вторая степень окисления была -2. При этом образовался атом углерода с одной степенью окисления, в степени окисления +4. Заряд меняется в сторону плюса, значит минусы отдает. В этом случае от -3 до +4 отдаст 7 электронов. И вот здесь сейчас будет такая тонкость, я ее сейчас покажу. А вот здесь отдаст от -2 до +4, здесь отдаст 6 электронов. Вы видите, что я оставила после минуса место. И вот здесь место оставила. И посмотрите, пожалуйста, в молекуле таких атомов 2. Видите, я сюда ставлю двоечку, сюда ставлю двоечку и сюда ставлю двоечку. Вот так. Таких атомов тоже 2. Я сюда ставлю двоечку, сюда ставлю двоечку и сюда. Отдал — это все процесс окисления. Значит, это вещество будет являться восстановителем. Бутан — это будет восстановитель. Кислород. Степень окисления 0. Стала степень окисления -2. И для того, чтобы сохранить баланс, у нас была двухатомная молекула была. Для того, чтобы сохранить баланс, мы двоечку ставим перед кислородом. Что с электронами? Заряд меняется в сторону минуса, значит берет электроны. Если мы закроем двоечку, то возьмет 2 электрона. Ну, умножаем на 2, это будет 4. Взял процесс восстановления. Здесь суммарное смотрим. 2 умножить на 7 – 14. 2 умножить на 6 – 12. 14 плюс 12 – это будет 26. 14. Да, все правильно. 4. Наименьшее общее кратное этих двух чисел 42. 42 разделить на 26. Это будет 2. Это сюда относится двоечка и сюда относится. И 42 разделить на 14, это будет 13. Да? 13. Все правильно, да? Я проверяю себя, простите. Тут все буду проверять. Значит, смотрим, что. Ну, кислород смело сюда ставим 13. Что здесь? Посмотрите, было 2 атома углерода, вот они 2 атома. И их вступило в реакцию 2. Видите? Значит, я сюда ставлю двоечку. Вот эта двоечка, это 2 атома, которые были внутри, ну или вот эти, это вот эти 2 атома, их 2. Двоечку мы поставили только потому, что дважды повторялся. Значит, точно так же дважды повторяется, поэтому коэффициент 2 мы ставим вот здесь впереди. Следовательно, продукты. Углерод в степени окисления +4, а тут он уже, мы его умножаем на 2. 2 умножаем на 2, это будет 4, да? 4 умножаем, это дважды повторяется, это будет 8. 8. Считаем теперь водород. Водород.
Ну, 8 умножить на 2, мне проще так сосчитать. 8 умножить на 2, это будет 16. И 13 умножить на 2, 26. 26 минус 16, это будет 10. Значит, перед молекулой воды мы ставим 10. Знак равно. Итак, бутан С4H10, он содержит углерод в степени окисления минус 3. Углерод в степени окисления минус 3 и углерод в степени окисления минус 2 входят в состав бутана, будут являться восстановителями, и кислород, который участвовал в процессе восстановления, будет являться окислителем. Давайте рассмотрим аналогичный пример. Аналогичный пример у нас с пептаном. Очень похожа молекула, да, и пример очень похожий, но тем не менее, вот руку набить очень полезно вот такие вот уравнения рассматривать. Сразу проставляю: у углерода степень окисления, значит, кислород 0, здесь минус 2 плюс 1, минус 2 умножить на 2, 4, минус меняем на плюс 4. У водорода плюс 1, плюс 1, плюс 1, плюс 1 и плюс 1. Смотрим. Суммарный заряд частицы 0, плюс 1 умножить на 3 плюс 3, значит, у углерода степень окисления минус 3. Плюс 1 умножить на 2 и разделить на 1, 2, минус 2. Точно такие же степени окисления у соседних атомов углерода. Ну и, наконец, концевой атом углерода степень окисления минус 3. Таким образом, у нас есть атомы углерода в степени окисления минус 2 и есть атомы углерода в степени окисления минус 3. Они превращаются в атом углерода в степени окисления плюс 4. Давайте посмотрим, что здесь. Итак, атомов углерода в степени окисления минус 2, их у нас 3. Я эту троечку вот тут вот рисую. Атомы окисления в степени окисления минус 3, их у нас 2. Я двоечку эту рисую. Теперь от минус 2 до плюс 4 6 электронов отдаст. 6 умножить на 3 это будет 18 электронов. Ну или можно написать 6 умножить на 3, как угодно. От минус 3 до плюс 4 это будет 7. И умножить на 2 14, минус 14 электронов. Всего будет 32 электрона. Я прямо вот здесь вот напишу 32. Кислород. Степень окисления 0. Стала степень окисления минус 2. Для того, чтобы сохранить баланс, двоечку выносим вперед. Получили вот такое. Ну и, наконец, берет 4 электрона. Получаем вот такое. Таким образом, смотрим. Здесь 4. 32 и 4, наименьшее общее кратное 32. Здесь будет единичка. И не пишет у меня почему-то. Сейчас я посмотрю, почему не пишет. За краем 1. И здесь будет 32 разделить на 4, это будет 8. Следовательно, вот эта молекула у нас одна. В нее входят вот 3 таких атома углерода в степени окисления минус 2. Видите? 1, 2, 3. И 2 вот таких, вот они. Но перед ней у нас стоит единичка. Теперь продукт реакции атомов углерода. 3 умножить на 2, 5. Значит, сюда мы ставим 5. Кислород. Перед кислородом ставим 8. Ну и уравниваем теперь по кислороду водород. Вот сюда перед водой поставим коэффициент. 8 умножить на 2 это 16. 5 умножить на 2 – 10. 16 минус 10 это будет 6. 6 мы ставим сюда.
Если вы посчитаете атомы водорода, у нас все сойдется. Я, наверное, на этом сегодня остановлюсь, хотя я еще сделала множество. Там уравнений реакции достаточно много их. Значит, здесь вы можете, пока вот можно с детьми потренироваться, если дистанционно кто-то осмелится такое дать, пожалуйста, вот, можно это разобрать. Вот такое. Ну и в следующий раз вот эта вот тема, она будет, к сожалению, не скоро. Вот, ну, к сожалению, вот планы кафедры таковы, что вот так сверсталось, что в следующий раз вот эта тема, продолжим мы ее рассматривать только в апреле. Вот, поэтому вот я на этом пока только остановлюсь, а продолжим мы с вами уже, к сожалению, через 1,5 месяца, фактически через 1,5 месяца. Спасибо вам за внимание, уважаемые коллеги. Ага, да, меня поправляют. Все возможно, да. Так. Ага. Значит, презентация, я поправлю ее, она будет выложена. Я поговорю с техником, выложу. Значит, если кто-то знает мой адрес электронной почты, можете мне написать, я вам вышлю эту презентацию. Значит, там еще будут азот содержащие соединения, будут алкены с перманганатом калия, там уравнение реакции, они разобраны, но нет вот этих окислительного электронного баланса, там его нет. Поэтому, пожалуйста, можно будет это все взять. Всего вам доброго, уважаемые коллеги. Берегите себя в этой непростой ситуации. Будьте здоровы. До свидания.